Говядина или баранина, индейка или курица, а еще рыба и колбасные изделия. На ярмарке выходного дня продавцы готовы угодить каждому гурману. А вот останутся ли довольны проверяющие, которые руководствуются отнюдь не разнообразием продукции, а нормами Сампина? Азраил Котиков отвечает «да». В мясном отделе мужчина торгует уже 10 лет. За качество своей продукции он ручается. У меня колбаса есть, люди готовят. Сушу курдюки, мясо сушу, рыба сушеная вот у меня. Все отлично, у меня 10 лет, все нормально. Ребята работают прекрасно. Я бы сказал, очень ответственные ветврачи. Так ли это на самом деле или нет, ветеринарный эксперт узнает после проб и анализов. За маленькой дверью лаборатории другой мир. За этим столом проверяют количество нитратов в овощах и фруктах, а мясо на наличие паразитов. Своеобразная лечебная карта на предмет перенесенных животным заболеваний. В первую очередь ветеринары обращают внимание на лимфатические узлы. По ольту определяем, ложим под микроскоп и смотрим. Если показания есть, делаем микроскопию. Нет, так арифметически смотрим состояние лимфоузлов. Это лимфоузлы у нее состояние нормальное. Ничего такого, все в норме. А что можно обнаружить в лимфоузле? Что там обычно бывает? Гиперемия, потом увеличение, по этим и кровотечение, потеки разные. Через несколько минут исследований эксперты могут с уверенностью сказать, пригодна продукция к употреблению или нет. Если все показатели в норме, продавцы выдают заключение ветстанции. Но это еще не все. Торговая точка должна быть зарегистрирована в системе «Меркурий». Также у реализатора товара должна быть информация о годности продукции и данные производителя. Отсутствие хотя бы одного из критериев – уже нарушение. Мясо, которое завозится к нам сюда на рынок, идут с сопроводительным документом. То есть работаем в системе «Меркурий». После того, как мы проверяем, делаем свои экспертизы и даем заключение, вот такое заключение даем на реализацию. Я не представитель ветеринарной службы, но по моему мнению очень хорошо и тщательно проверяют. И условия здесь нормальные. После того, как проверят, только тогда клеймят, и после этого мы продаем. Без проверки нам не позволяют. От мяса и рыбы к фруктам и овощам, плодовым культурам проверки качества тоже не избежать. Покупатель и сам может определить наличие нитратов. К примеру, если огурец имеет желтоватый оттенок, а на вкус он солоноватый или даже горький, то покупать его точно не стоит. Однако последнее слово за техникой. Специальный прибор «Экотест» показывает точное количество нитратов. Проверяем огурцы. Тут норма огурцов 400 мг на килограмм. Теперь мы проверяем превышение и завышение нитратов. 64 миллиграмма – это норма. Лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы на ярмарке выходного дня в Сунжи работает несколько месяцев. Всего по республике таких 5. Эту продукцию сегодня употребляет наше население. Идет ввоз соседних республик, и мы не знаем, что за продукция. И поэтому мы должны строго проверять эту продукцию, проводить ветсанэкспертизу. Имеется, конечно, ряд проблем, где еще нет лаборатории ветсанэкспертизы. Это есть населенные пункты Плиева и Кажева. Мы должны заметить, что в сельском поселении Сурхахи у нас заработала лаборатория, что очень радует тоже. Сегодня мы эту лабораторию тоже оснащаем. Мясо и другие продукты, продаваемые без соблюдения норм Сампина и температурного режима, могут быть опасны для здоровья. Поэтому надзорные органы призывают покупателей быть внимательнее и спрашивать у продавцов наличие сопроводительной документации. Тамара Хшагольгова, Адам Далаков, Новости 24.